Аппетит у рогатого поголовья в хозяйстве Межадора, что в Сысольском районе, отменный. Отсюда и высокие удои. Цифры этого года впечатляют – 8700 литров на одну корову. В рационе только отборные корма, причем собственного производства. Среди них плющенное зерно. По пектинам не уступает отборному комбикорму. За качеством кормов здесь следят строго. Силос, к примеру, всегда проверяют на наличие масляных кислот. Их не должно быть в рационе. В Республиканской ветеринарной лаборатории проверяют корма многих сельхозтоваропроизводителей. Основной наплыв проб приходится на осень и весну. Большие объемы исследований объясняются просто. От качества кормов напрямую зависит здоровье коров. Первое – это что? Это органолептические показатели. Это у сена, силоса, сенажа – это цвет, запах, внешний вид, консистенция – это механические примеси. Также мы проверяем, получается, сено и сенаж с силосом на содержание сухого вещества, то есть чтобы оно было не влажное и не пересушенное, важный показатель при кормлении. Нарастить удой благодаря хорошим кормам удалось и в этом хозяйстве Карткиросского района. Сегодня здесь 100 буренок. В 2024-м от них ждут удоев больше 5500 литров на голову. И понимают, это напрямую зависит от рациона. Анализы проводятся для того, чтобы организовать полноценный рацион. Чего не хватает в наших кормах, значит, надо закупать премиксы, жмыхи, кукурузу. А корма из хозяйства Небдина на проверку отправляют в подмосковную лабораторию. Специалисты приезжают сами и отбирают пробы. И уже после получения результатов корректируют рацион этих представителей айширской породы. Сделать это несложно, ведь здесь запустили свой комбикормовый цех. А потому теперь специалисты могут оперативно компенсировать любой недостаток полезных веществ. Все-таки продуктивность не маленькая, 7500 в среднем по стаду, поэтому вот на такую продуктивность обязательно очень четкий расчет рационов и, соответственно, от качества питательности своих кормов мы будем понимать, какой нам комбикорм необходим, чтобы доработать полный рацион для животных. Погодные условия кормозаготовительной кампании 2023-го сложились благоприятные. В республике кормов заготовили на 3% больше, чем в предыдущем году. Но большое количество не всегда означает высокое качество. Именно поэтому его постоянно и проверяют в хозяйствах региона. Виктория Палкина, Роман Барвиков, Павел Люленмин, телеканал Юрган.